это для кого-то, это не для меня, короче, и так далее. Но я учитывал, что у меня изолировано область. Когда школы открылись, короче, и когда началась вот эта вторая волна, вот все вот эти умерли, которые в этих живут в домах престарелых и так далее, вот эти старики все умерли, и потом открыли школы, и потом этот вирус распространился по домам. И вот как раз и в это время я заболел, потом Трамп через примерно... пересказываешь пропаганду. Нет, я потом через, когда Это все этот слышали 2 вирус, года. вот потом через год, по-моему, да, крутой вирус, который напоследок, который нас всех жахнул. Вот этим я заболел, но это я уже, так, у меня такое чувство было, что я, да, первый был сильнее, я вот этот второй, скорее всего, переживу, но на самом деле второй был не менее, вот он на самом деле тоже был сильный. Тесла, тут один человек не может зайти, она видит только циферблат, ну что вот время еще не началось. И готовишь. Telegram Нужно перегрузит. через ссылку зайти тогда. Join as a listener. Перегрузит Telegram, да, сказать? Да, перегрузить Telegram. Машу, Тесла, маски там и так далее, там много было действительно преувеличенных, потому что маска, а что она может остановить, эта маска? Вирус настолько маленький, если он реально летает вокруг тебя. В принципе, может. Я объясню как. В принципе, может, и японцы это подтвердили, что может. Позволите присоединиться к вашей беседе? Да. Смотрите, вы должны прекрасно понимать то, что ни один вирус не разрабатывается отдельно от противовируса. Они всегда разрабатываются параллельно. И вот та байка, что против него делают антивирус, вакцину, это все были сказки. В смысле, вы тоже сторонник теории заговора? Макс Латвейш? Я не сторонник заговора. Просто имея медицинское образование, я знаю, откуда растут ноги Вы у всех людей. не ответили на вопрос. Вы считаете, что действительно такой вирус был, и действительно люди погибли из-за него, или что не было? Мы не понимаем из вашего ответа. Да, вирус был, и он был разработан именно для того, чтобы без войны контролировать численность людей на планете. Хорошо. Самая, кстати, вот это одна из самых распространенных заговорческих теорий, это идея, что кому-то нужно уменьшить число людей на Земле. То есть я тоже, кстати, в свое время об этом думал, что не знаю, еще в юности, что зачем-то кому-то нужно уменьшать количество людей. Но потом, когда действительно с данными, со статистикой познакомился, на самом деле это неправда. На Земле, короче, очень много незаселенных мест, и вот этой проблемы, скажем так, у большого количества людей, ее нету, она надумана. В Европе, по-моему, 40-50% продуктов выбрасывается. А срок годности подходит к концу, и они выбрасываются. То есть кризис перепроизводства, так называемый. По поводу вот этих, просто пойдите там, не знаю, Япония, например, маленькая страна, там страшное количество вот покинутых домов, потому что все вот стремятся жить в мегаполисах, и вот этот дома, вот в Италии очень много домов, также, в которых люди не хотят жить, не живут, короче. То есть это плюс еще статистические данные, что когда государство какой-то уровень зарплаты, уровень жизни близится к современному стандарту, скажем, автоматически падает рождаемость. То есть мы никогда на Земле не будет 100 миллиардов человек. Это мы уже понимаем. Никогда не будет. А Земля способна прокормить не то, что там 20 миллиардов, короче, не знаю, Там была статистика примерно 80 миллиардов.
Ну, я просто возьми, в Европе есть такая провинция, Фландрия, по-моему, называется. Там в табличке написано было, что вот это всего лишь вот эта область, если она на полностью включит свои сельскохозяйственные возможности, она способна там, не знаю, всю Европу обеспечить. Всего лишь одна область Европы. Возьми вот этих голландских фермеров, которые могут, короче, просто чудеса творить. Россию это- кормим это- картошкой. Тесла, Россию кормили картошкой. Да. То есть это надуманная вещь. Особенно вот эта гидропоника, вот эти помидоры без этого, которые в воздухе выращивают в теплицах, короче, они способны со 100 квадратных мать такие урожаи, что там огромные поля нужны. То есть это обычная задумка, что типа не хватает ресурсов, типа нужно уменьшить, типа Рокфеллер там сидят. То есть это классическая теория, да, говорю, самая древняя. Да, самая старая и самая древняя. Как раз таки им нужны люди, им нужны дешевая рабочая сила, чтобы они все это производили, там, строили. То есть нету такого, мне кажется, что если у кого-то есть другие аргументы, пожалуйста. Ну, такая мотивация не обязательно должна быть, ну, не обязательно такого рода мотивация должна быть, чтобы уменьшить какое-то количество населения в какой-то области. Там. Допустим, какие-то заговорщики могут не любить индусов или чернокожих. И вот они целенаправленно, допустим, будут бить по ним. То есть и такая мотивация же, не обязательно, что вот земля сейчас заполнит ресурсами. Согласись, что нельзя придумать вирус, который будет национально попадать. Я бы еще понял, ты можешь сделать вирус, который только собак убивает, а не кошек и не людей. То есть это еще, наверное, и то, наверное, рискуешь, что он мутирует и все же начнет убивать. Действительно, да, тут уже вопрос очень такой. А вот люди, которые живут там на островах, вот Папуа, Новая Гвинея, Африка, почему там такого не было? Давайте я вам сейчас подкину Потому на что вентилятор. московский, этот морской ионизированный воздух не пропускает такие вещи. Ну да, Смотрите. вирус не живет долго вне носителя. Ему нужен носитель. Это бактерия может спорулироваться, превратиться в это свою, скажем так. Есть еще Тесла, сам вирус по своей природе не как бы не забить своего носителя. То есть если он Да, он вне носитель, носителя живет очень недолго. да, то есть это его смысл выживания, чтобы носитель не умирал. То есть вирусы тоже работают. Ну, это уже немножко спекулятивно, я слышал это мнение. Окей. Он не соображает, чтобы это делать, но чисто эволюционный метод, если вирус будет убивать своих хозяев, то он автоматически там тоже будет погибать. И таких типов вирусов мы не встретим. То есть мы встретим вирус. Это эволюционное самовыживание, это организм. Не обязательно, чтобы он думал, это организм. Это как бы не его, это, скажем так, не его идея вируса. То есть нельзя говорить, вирус так делает. Просто эволюционный механизм вот так действует. Которые убивают вот 100%, они что, глупые, что ли, настолько? Или как бы странно все? Нет, тут не глупость. При чем тут глупость, не глупость? Сам Не, я эволюционный имею в виду, что клетка, я вот имею в виду, что Наши ДНК во многом сформированы самими вирусами. Да, симбиоз так называемый. вирусы, Вирусы, кстати, есть разные. Злокачественные, доброкачественные вирусы. Вирусы, мы все носители вирусов. Все до единого. вот именно из-за того, что ты говоришь, что вот он специально не заинтересован, вот из-за этого возникает это недоразумение. Нельзя говорить, что вирус не заинтересован. Просто это механизм. Смертельный вирус, он убьет этих носителей и сам как бы вместе с носителями помрет, исчезнет. Поэтому смертельных вирусов меньше, чем таких вирусов. Неправильно выразился, I'm so sorry. Ни одного вируса в природе не существует. Все вирусы – это рукотворная вещь человека. Ну да. Начинается. А как же оспа еще
Гальяно теперь была вот эта страшная красная лихорадка, или как там называется она, красная чума, да. И как там люди помирают, просто таки ужас там творится. Не, ну это уже даже не теория заговора, это просто отрицание фактов. Да, кстати. Потому что, да, мы опять-таки не специалисты, микробиологи, мы не можем ему сейчас не знаю, микроскоп принести и все это выложить, там, весь этот электрохимический, как там происходят процессы. То есть мы не специалисты. Из-за этого можно говорить что угодно. Но если мы рассматриваем там логическую картину, то да, все сходится, и вирусы, и все, и как это действует, и что это, и почему это. Тесла, какие бактерии существуют в природе? Бактерий в природе существует огромное количество. Даже вот бактерии, которые находятся у меня в кишечнике, они только это изучены. То есть их там миллиарды видов, короче. Это самые неизученные виды, скажем так, живых организмов на Земле. Грибы, бактерии, вирусы, что там еще есть из меня. Есть такие штуки еще, называется, нечто совершенно оригинальное, называются они прионы. Прионами болеют только овцы, кстати. В Австралии распространена эта болезнь, что она проникает в мозг, эти прионы проникают в мозг, и овцы получают вот такую, не знаю, уродливый такой череп у них бывает, они от этого погибают. Всего от приона погиб только один человек за всю историю, то есть в случае заражения прионами только в Австралии вот это был один раз. Больше нам неизвестно, но это страшные штуки. Хорошо, что они на людей не действуют, потому что от них никаких лекарств, ничего нету. Это особая форма, это не вирусы даже, и не бактерии, и не грибы, не грибковые. Тут сказали, что вот такой генный вирус не существует, или это как бы направлен на одну генетическую особенность. А как быть такими вирусами, которые на животных действуют и одновременно на человека не действуют? И наоборот. Почему это то же самое генно? Нет, но тут Зависимость. Тесла сделал потом оговорку, что контролировать это будет сложно. Таргетировать можно, но вот как это потом выльется. Нет, Да, там мутировать всегда шансы. можно человека, но таргетировать расу или национальность не получится. То есть ты и себе получишь тогда. И об этом иду речь. То есть ты не можешь сделать вирус, ну, возможно, в будущем настолько тонкая биология будет, что можно будет сделать вирус, который убивает только, я не знаю, азиатов или только людей, у которых там африканский ген есть. Вполне может такой суперинтеллектуальный, не знаю, суперсложный вирус разработать можно. Но в данный момент нету такого, чтобы на какую-то группу, короче, людей вирус можно было придумать. По крайней мере, я не слышал такое. Например, русский... Никто не будет слышать про это. Даже если... Тесла, например, русский Чукчев используют с помощью алкоголя. Чем тебе не оружие, скажи? Огненная вода, да. Не только русские, но и в Америке индейцев спаивали огненной водой, бледнолицые. И это, конечно, мощное оружие. Практически уничтожили им. Любой вирус разрабатывается в пробирке. Берется обычная бактерия из окружающей среды и пичкается химией. Ну, Для того, чтобы бактерия она не выжила. вирус. Подожди, это уже в деле, знаю, что это, ну, просто такие нереальный, неправильный, бредовые описания. Вирус, во-первых, не бактерия, вирус – это враг бактерий. Кстати, вирусы открыли именно потому, что они с бактерией конкурируют, с бактериями. То есть вот этой чашки Петри с бактериями какое-то количество что-то начало пожирать бактерии. И был сделан вид, а из-за того, что вирусы очень маленькие, их не видно в оптический микроскоп, то, естественно, в начале 20 века увидеть вирус не могли. То есть не знали, что же он существует. Только по косвенным этим данным можно было судить, что такое что-то есть. И вот чашки Петри вирусы начали убивать бактерии. То есть какой-то вид вирусов убивает какой-то вид бактерий. И вот
по уменьшению количества бактерий был сделан вывод, что там химия пичкают, что-то вот, это что-то из серии вот это, алхимии, короче, магической, короче, что-то. Вирусы – это отдельный вид живых, скажем так, организмов. Некоторые спорят и говорят, что они не живые, на основании того, что вирусы не могут сами размножаться. Вирус – это просто кусок ДНК, скажем так, который Около это живые, называют. Тесла, типа как около живые, то есть у них. Ну, они не могут сами не могут, скажем, у них нету ДНК, чтобы себя реплицировать. Все, это просто кусок свернутый, скажем, каких-то белков, энзимов, я не знаю, чего белков, каких-то вещей, которые из-за того, что внутри клетки разница осмотического давления снаружи вот с этой жидкостью или с кровью, то он и пробивая вот эту мембрану, всасывается внутрь. Там вот этот кусок вот этого генетического вот этого кода, из которого состоит скрученный вирус, каким-то способом, ударившись там 10 тысяч раз о какие-то стенки, раз попадает и встраивается в ДНК вот этой клетки или микроба какого-нибудь, в его ДНК встраивается. И уже механизм копирования просто копирует его вместе с этим. Уже как бы испорченная вот эта ДНК само копирует. И сама клетка начинает копировать эти вирусы. Скопировав множество вот этих, это разбухает, и опять-таки перепад осмотического давления, наружное уже меньше, то есть соли в наружном меньше, чем внутри. Из-за этого они вот из-за этой мембраны или лопается эта клетка, либо они просто вылетают оттуда, короче, и опять-таки тот же процесс повторяется. Рядом находящие клетки, туда всасываются уже новые фрагменты, которые вот эта клетка же и выработала. Они заражаются, и вот так лавинообразно это идет. То есть клетка – это просто кусочек биологической программы, который каким-то образом в результате там миллиарда каких-то мутаций, и них может быть этих вирусов, ну просто очень много, превратилась вот такой зловредный кусок биологической программы, которая из-за физических просто процессов случайно попадает внутрь клетки. А микроб или бактерия – это живой организм, одноклеточный, у него есть свой ДНК, у него есть свой митохондрии есть, он там нет, просто есть, сам вырабатывает энергию, сам себя копирует, как только попадает куда-то в теплое место, где есть кислород там или водород, какие-то элементы и тепло, то, используя вот это тепло, он начинает сам себя делиться. Происходит вот это митоз, по-моему, деление, и получается 2 бактерии. Опять из этих 2 бактерий новые, если окружающая температура, влажность, там все опять неблагоприятны, то она не перестает это делать. То есть уже находится в таком гибернации, так в спящем состоянии, там где-то в пыли лежит, ждет, пока он попадет кому-то там, не знаю, в рану попадет или в кишечный тракт попадет, чтобы опять-таки начать этот процесс деления. Это бактерия. Грибки то же самое, но это грибок, это отдельное тоже. Это тоже как бы живой организм, тоже со способностью себя реплицировать. В отличие от вирусов, царство имеет из миллиардов разных видов, которые далеко не все не классифицированы. Вот от слова совсем. 1% даже, наверное, не классифицирован. Давайте тогда медицинские вот эти заговоры свернем. Подожди, Тесла, давай не сворачивай пока заговор. Я тебе подкину заговор на вентилятор. Давай. Вспомним, как раскручивалось запугивание вот этой пандемической опасности, там, как показывали ролики из Китая, как эти там китайцы падают замертво. Вот это все, и такие, мир в ужасе ждал. Сейчас к нам придет, и мы будем тут. Идет такой и упал, короче, и такие там трупы показывали, валялись. А потом вспышка вспыхнула в Европе. И напомнить, где в Европе была вспышка.
В Все Италии помнят. была, в Италии Италии, была А, первая. в Северной Италии. В Так, Италии какой была, город помните? не помню. А я вам напомню, Бергамо город. Вот. И И там, что? значит, ну, подожди, что. Кто на помощь пришел итальянскому правительству в борьбе со вспышкой? Вот вспышкой там, Бергамо Да, вспыхнул. да, русские. Ну, это уже потом было. Не Не, сразу. подожди, они там, ну, значит, смертность самая высокая была, старички умирали. Кто их отправлял на тот свет? Зондербригада из России вызвали. Свои-то не будут убивать. А что ты смеешься? Страна НАТО вызывает зондербригаду. Страна НАТО вызывает военных врачей каких-то якобы. А сейчас их не могут найти. Там пошли позовы, значит, вот, ну, когда люди пришли в себя, и сейчас не могут найти, кто там был вообще, что это за бригада была. Понятно? Страна НАТО вызывает к себе зондербригаду для того, чтобы они укокошили этих старичков там. А вот. Да, это пиар-акция была просто. В основном. Они ходили там, что-то Да опрыскивали. нет, не пиар. Браво. Ничего Дональд, ты подобного. классический сторонник теории заговора, мы все знаем. Подожди, зачем приглашать в страну НАТО это как бы, ну, российских военных врачей? Зачем? Простой вопрос. Да не пригласили они, сами русские предложили свои вот это знаменитые химические войска. Предложили, да, ну. И те такие Я согласились. помню, Давайте. как они предлагали, я помню, как они предлагали. Да, ну, все знают этот факт, те, которые тут слушают это. Подожди, так была или не была? Ты один знаешь, и я задаю вопрос к аудитории. Только один Тесла и я знаем этот факт, или все знают, многие знают? Нет, у меня вопрос к тебе. Была эпидемия или не была? Эпидемия Как-то можешь? Нет, пандемия ковида была или не была? То есть был действительно вирус, который убивал людей, или не был? Я считаю, что не был. Могу привести примеры, почему. Потому что там, в тех общинах, которые не допускали тех, чтобы их людей ложили на всякие вентиляции и убивали в больницах там очень быстро, и не кололи всякой дранью, ни одного умершего не было. У цыган там в Голландии, это община, которым ломились полицаи там и так далее. Если есть на Ютубе остался архив врача украинского из Испании, он украинский врач, живет в Испании давно, ему там угрожали, он вел в прямом эфире, там заходил в больницы, никого не было. Известный чувак. Он в это время все это вел, показывал открыто, как ездили с сиренами по Испании военные машины, якобы, которые там, как будто там, знаете, везут трупы там. Вот, просто Хорошо. Дональд, вся вот это запугивание, вот это все, лохов. Подожди, дай задать тебе вопрос. В Европе, в России, дай в Украине все делалось по режим проповедника, необходим режим. Мы задаем тебе вопрос, ты отвечаешь вот так. Давай. Формат. Вот ты полагаешься на каких-то там в Испании, эти были, эти там были, вот это как бы что-то далеко от тебя. Они же не рядом были, эти сирены, испанцы. А вот тут живые свидетели с тобой говорят, говорят, что вот я вот так страдал, вот мне вот так плохо было. Они все рассказывают, и ты им как бы не веришь, но каким-то там, что в интернете что-то там по телевизору увидел. Вот это для тебя аргумент. Не находишь ты это странным? Можно я тоже скажу пару слов? Смотрите, я тут... Дайте даме сказать пару. Я не страдал. Я считаю, что был вирус рукотворный. Даже зайдите на сайт Биодома, там как раз-таки описано, что это был рукотворный, и то, что все законы, которые принимались, там маски, локдаун, они были незаконны. Также есть такие же исследования ООН, как бы это все приведено, и я думаю, бесполезно, бессмысленно спорить даже.
Рукотворный вирус. Что вы подразумеваете под словом рукотворный? Да, это вирус рукотворный. То есть где-то в Лос-Анджелесе, по-моему, находилась вот эта компания. Они взяли вот этот вирус этого панголина, который легко проникает вот в это оболочку, клетку скрывает легко. Потом взяли вот этот вирус, вот это SARS, который вот у этих был. Не можно Он очень плохо. Дай закончить. в версию химического оружия нет. Вот этот вирус, короче, вот SARS, вот он очень смертельный, он очень нехороший, но он очень плохо проникает вот через эту липидную оболочку. Вот наша клетка, у нее такая есть оболочка, как, я не знаю, из холестерина называется. Вот он очень плохо проникает. Вот этот Лос-Анджелесская группа, это 2008 год, по-моему. Ну, где-то с 2006 по 2008 или 2010 они работали в этой Лос-Анджелесе. То есть группа из 12 человек. У них главная шеф, это китаянка была, то есть микробиолог китаянка руководила этим. Там двое, по-моему, из Австралии были, американец был, еще кто-то. Вот интернациональная группа ученых, вот биологов занималась вот этим самым вирусом. И видели вот именно этот вирус? Ну, Дай видели закончить. Дай закончить. Вот я не нашла. Дай закончить, не исследования. заставляй меня выключать и говорить. Я же разговариваю, объясняю, что... Так вот, вот этот вирус, они занимались вот этим, чтобы... Зачем это было делано? Чтобы придумать лекарство от рака. Типа, чтобы легко проникало вовнутрь клетки вот это лекарство. Я это уже слышала, поэтому... Дай закончить. Дай закончить. Так, подожди, дай я тебя выключу. Где ты там? Так вот, легко проникает вот в эту клетку, вот этот вирус. И чтобы вот они что сделали? Взяли внутренности вот этого страшного вируса и покрыли его оболочкой вот этого панголинового вируса. Панголин – это такое животное. У него есть вирус, который очень легко проникает в нашу вот эту клетку, но при этом он безобидный, то есть он ничего не делает. То есть проник, все. Абсолютно бессмысленно, не делает человеку ничего плохого. Так вот, они взяли, поместили внутри этого, оболочку взяли от этого панголина, и они не только это сделали, и сказали, что вот успешная вот эта гибридизация, мы вручную собрали вирус из двух разных вирусов. Не придумали новый, а собрали из двух вирусов новый вирус. То есть оболочка одного вируса и внутрянка другого. И написали научную работу вот с победными реляциями, вот такую-то, такую-то. И все американские биологи там начали их ругать. Вы что, сумасшедшие? Вы какое-то создали биологическое оружие. Это же опасно, вдруг он там вырвется оттуда, короче. То их просто так их, скажем так, захейтили, что Обама закрыл им финансирование и закрыл эту лабораторию. То есть все, она закрылась. Тогда они получили грант от этого шефа Microsoft, как его зовут, Билл Гейтс, да, дал им, по-моему, 3 миллиона или 2 миллиона баксов. Они переселились в Ухань, в Китай. Ну, она же китаянка была, вот эта. Сюда, и там продолжили эту работу. Но поскольку там деньги эти быстро закончились, а на месте они работали в очень плохих условиях. То есть китайское правительство их не поддержало. Ну, там, не знаю, может, коммунистические какие-то зарплаты им дало что-то. Как оно вообще допустило это? Да, я сейчас расскажу. И вот попав вот этот Китай, где они стали дальше это работать, продолжать, там и в обычных холодильниках, представьте, хранили этот вирус в обычных холодильниках, продолжали свою вот так по-мелкому эту работу. Обычно там с таким вирусом, что работать, там защищенность должна быть умопомрачительная просто. То есть там должно быть какое-то отрицательное давление, чтобы наружу ничего не могло вырваться. И там должны быть какие-то специальные холодильники. Они в обычных этих холодильниках бытовых хранили все эти образцы. И, естественно, неудивительно было, что вот рынок животных, который был буквально через дорогу напротив этой лаборатории, что там первым этот вирус появился. То есть, естественно, что он именно туда убежал.
То есть кто-то, выходя из этого лаборатории, этот вирус, зацепил этот вирус, как-то заразился этим, понес его, он там активировался, он что-то там на базаре напротив дорогу купил, и пошло-поехало. То есть то, что он рукотворный, и так понятно. Из этого вытекает это. Не намеренно рукотворный и выпущенный, чтобы убить людей, а рукотворный, но при этом он сам убежал, то есть из-за плохих условий. Когда там начали происходить это, то Тайвань, который является как бы настоящим демократическим Китаем, в общем-то, у них свои шпионы есть, свои системы, они сразу же подняли вот эту, как это, аларм, короче, тревогу. В Китае какая-то новая эпидемия, очень страшная, в Ухане погибают люди, короче, задыхаются и так далее, и так далее. Они обратились в ВОЗ, ВОЗ их проигнорировал, то есть абсолютно, потому что начальник ВОЗа это китайская марионетка, они там дали баблос всем этим африканским странам, банановым республикам, чтобы своего человека, они голосованием перебили вот всех остальных и выбрали. И вот этот китайский и проигнорировал, поскольку Тайвань непризнанное государство, один раз, два раза проигнорировали их, короче. А китайцы, поняв, что вот сейчас экономическое, короче, капец будет, короче, из-за этого, рискуя получить вирус, будет покупать из Китая, будет бояться это сделать. И китайская экономика, не выдержит этого. Они взяли, закрыли вот этот Ухань, чтобы на остальные китайские провинции это не распространилось. Начали с ним бороться, то аэропорт не закрыли. И дали возможность разнести его по всей Европе. Оттуда рейсы первые были в Италию, потом в Германию еще. В общем, они вот если рассматривать ее с этой точки зрения, то да, это рукотворный вирус, но он не намеренно, чтобы там с теорией заговора, чтобы кто-то там решил, а давай мы весь мир потравим этим гибридом. Валериус Латвия. Из Латвии. Травили не вирусом, а травили прививками от него. У нас дома очень много людей погибло без всяких прививок. До сих пор на моей теории заговора еще не перешли с ним? Да, не хотели перейти к жидомасону. Это уже не теория, это уже практика. А можно перейти к жидомасонскому заговору? Да, я все жду, когда наконец-то перейдут к жидомасонскому, самому интересному, самому живучему, кстати. Валериус Латвия, история чеченцев. Давайте спросим Валериуса, что он знает про жидомасонский заговор, и сменим тему. Марш, я про него столько могу рассказать. К сожалению, моя родня приверженец этого заговора. Вот. Это, короче, теория заговора о неких тайных жидомасонах, которые борются с христианством и исламом. Якобы клевещут на эти две религии. Вот. Чтобы люди от этих религий отворачивались. Там еще много теорий заговора связано с жидомасонами, но в основном эти. Это классика у тебя. Подожди, жидомасонский... А ты веришь в жидомасонский заговор или не веришь? Лично я это считаю бредом и высмеиваю. Какие у тебя доказательства? Как там Шварценеггер по красной жаре? Какие ваши доказательства? Доказывать надо не то, что этого заговора нет, а то, что он есть, как бы. Да, это понятно. Бремя доказательства лежит на делающем утверждении. То есть люди, которые говорят, что есть заговор, должны это доказать. Но у нас тут это как бы развлекательное, познавательное, поэтому Какие у тебя аргументы, что его нету? В рамках тренировки можешь привести? Во-первых, нет никаких доказательств, что есть некие жидомасоны, да. Конечно, масоны есть, как бы, но нет никаких доказательств, что они влияют на ход истории, на ход событий, на политику и так далее.
Вот это Давайте, утверждение. вопрос. Есть же такой, Березовский был, например, Березовский есть, Абрамович есть, там, Ходорковский есть. Ну, чем тебе не жидомасоны? Ну, вот сейчас переходим к тому, что я хотел сказать. То, что некоторые политики могут быть членами неких клубов, чем масонский, это еще ни о чем не говорит. Это как сказать, что если президент какой-то страны анимешник, то анимешники типа правят этой страной, да? Что с этим связано, ну, сравнимое. Подожди, Вот. в твоей этой парадигме жидомасонского заговора, заговор обязательно должен быть жидомасонским или может быть просто жидовским или просто масонским? Ну, и раз тема идет именно про жидомасонский заговор, то вот скажу именно о нем. Вот, ну вот как бы нет доказательств, что они как-то управляют, да. Вот, и далее, вот если мы возьмем заговор, что у них против христианства или ислама, так это вообще бред полный. Просто, Поправку, чтобы YouTube не забанил видео. Да? Название этого заговора. Это без оскорбительного подтекста. ну Да, это да, вообще мы как чисто бы, рассматриваем с точки зрения, да, это тема обсуждения. Это в кавычках, да. мгм. Ну, это как бы неправда, потому что, ну, просто христианство и ислам это религии. Религии основаны на вере, а не на доказательствах, да. Вот, и очень многое из того, что написано в писаниях, на которые опираются эти религии, является антинаучным. Вот, и просто многие люди, как бы, когда образованы, они перестают верить в эти религии, и все. И нет тут никакого жидомасонского заговора. Да, Хорошо. это еще было, Тесла, это еще было при Николае, когда еще запустили мульку в газеты про протоколы сионитских мудрецов, что там Да, да, некие да, это мудрецы. один из самых живучих заговоров, жидомасонский. Да. То, что они там устанавливают мировой порядок против христианской идеологии и так далее. То есть, ну, Но сейчас уже и против исламской их обвиняют, что они этот мировой порядок. То ислам сам на себя клевещет и без жидомасонов. Именно вот в те времена, это протоколы сионских мудрецов, это, видимо, было сделано в рамках борьбы с этим, с коммунистами. Потому что это же привлекательная вещь, они, скажем так, помыслы пролетариата угнетенного, там, крестьянства. То есть для них это как бы идеология коммунизма, это, ну, в общем-то, спасение, там, благословление. И как ты с этим будешь бороться? Ты же не будешь говорить, что отнять у богатых и поделить между бедными – это плохо. У тебя оружие. А если вот в этой группе вот этих большевиков там будут много, короче, евреев, то ты, конечно, в рамках этой борьбы можешь придумывать вот этот сам, что у них там какой-то жидомасонский заговор, на самом деле они вам, крестьянам и рабочим, не хотят ничего хорошего, это просто их протоколы сионских мудрецов. Да, я думаю, это тоже фейк, короче, вот эти протоколы, это на самом деле не может быть такой программы. У сионистов может быть программа вернуть себе государство, так далее, как обычно, понятно, у какой-то национальной общины вернуть себе родину, такое может быть. Но вот с протоколами, да, это явно фейк. Конечно, вот это еще вот много есть вот этих теорий именно еврейского вот чисто заговора, что если какой-нибудь президент еврей, значит все, что он делает, еврейский заговор. Но извините, если бы я, например, чеченец, стал бы президентом США, и точно так же то, что я делаю, можно было бы таким же макаром причислить к чеченскому заговору уже. Вот, как бы. Здесь мы приходим уже к другому, потому что в США или вот страны, где управление идет через лоббирование,
а лоббирование – это обыкновенная узаконенная взятка, то есть нельзя это назвать по-другому. Политик, который получает какие-то деньги на избирательную кампанию и приходит в власть, это по-любому, это нельзя по-другому обозначить. Это не может быть честным методом прихода к власти. То есть, когда появляется лоббирование, то да, какая-то определенная группа будет своих людей туда, короче, пропихивать и не давать другим отбирать у них уже занятые места. То есть такой тип заговора это ненависть. Некоторые просто, когда ты говоришь вот об этом заговоре, кавычка, это даже не заговор, наверное, скажем, об лоббировании, например, в американской политике, тут же, значит, хотят перевести твои слова вот в этот самый жидомасонский, пресловутый, фантастически придуманный заговор. То есть, хотя это к этому отношения вообще не имеет. Речь идет о том, что какие-то группы обязательно вот, финансовые, они там какие-то интересы у них, национальные, те же сионисты. То есть они будут пытаться своих людей пропихнуть, как и другие люди, там албанцы какие-то, не знаю, поляки. Любая община в Америке будет пытаться, итальянцы, своих людей пропихнуть в политику каким-то образом, дать бабло журналистам, чтобы их раскрутить, каналам, газетам, чтобы их раскрутить, чтобы они попали в политику и их интересы защищали. То есть это тут зачем вообще об этом нужно спорить и называть это заговором или жидомасонским, или обвинять, что ты там Да, нехороший вот я сейчас пришел к такому, действительно из-за того, что жидомасонский заговор стал каким-то зонтичным термином, обоснованность его теряется. Но если его приплести к какой-то идее догматической, ну, допустим, к традиции Хаббада, что хочет Хаббад? Второго пришествия Машиаха. Есть знаменитое видео с Нетаньяху и хаббадическим раввином главным, где Нетаньяху разговаривает с ним, и Рави просит, и говорит, скорее нужно привести состояние мира к апокалипсису, чтобы как одно из знамений появления Машиаха. То есть если привести к какой-то догматике, то заговор обосновывается, что жидомасоны хотят приблизить пришествие Мессии, то уже отрицание уже как-то осложняется. Фактуально тут уже... То есть и поэтому жидомасоны могут приводить состояние мира к такой дестабильности, создавать какие-то критические ситуации, чтобы вот привести мир в состояние апокалипсиса, судного дня. Ну да, это даже не стоит рассматривать, это уже, да, это клиника. Там Машиах, не Машиах. Мы же говорим про теорию заговора. А ФРС США кому принадлежит? Вот это, видишь, вот этой серии, вот этого лоббирования и захвата ресурсов скажем, финансового ресурса самой богатой страны. То есть как мы можем кого-то обвинять, что вот эта группа пытается максимально взять власть? Это естественно. Вот еще, кстати, Тесла, вот про Путина, например, говорят, что он еврей, там что-то да. Но тут, даже если он имеет еврейские корни, почему теория заговора не работает? Потому что он же не на Палестину напал, будучи евреем, да? Вот, он в Украину вторгся, да? Вот, и, соответственно, там он, не еврейские же интересы продвигает или лоббирует. Путин не продвигает еврейские интересы и не лоббирует, это понятное дело, он продвигает интересы своей вот бандитской кучки в Кремле и шовинистической. У него есть определенно вот это русский шовинизм, великоимперский. Он у него присутствует 100%. Это не только о деньгах, не только о своих друзьях-миллиардерах и власти, но еще вот это у него. То есть ему хочется порулить, хочется движухи, хочется порулить большой империей, которую он снова соберет, как Владимир, собиратель земель русских, раз. Но он, как и вот я говорю сейчас, например, то есть осведомлен, кто в Америке рулит, чье лобби там победило. То есть он об этом осведомлен. И эту информацию он использует. То есть здесь нет никакого, я не знаю,
что здесь может быть удивительным, не знаю, жидомасонским или, не знаю, антисемитским? Путин, как человек, который знает, кто там рулит, использует этот факт. И успешно, как мы видим. Воевать успешно у него не получается, да, украинцы отчаянно сопротивляются, но политически он использовал это на 100%. Эффект вот этого лобби, победившего в Америке. Нет, А как вот так получается, что идет 3 года война, да, Россия и Украина, и вот вы все, и я тоже, ну, это согласен с этим, знаете, да, что там это Невзоров, Карамурза, все эти Ходорковские, Мальцевы, там, ну, все вот эти хорошие русские, они работают на Кремль, да? Вы все это прекрасно, вот простые люди это все прекрасно понимают. А получается, что президент Украины, да, правительство, Рада и СБУ этого не знает, да, и предоставляет свои площадки информационные, это во время войны, вот этим агентам Кремля. Это как получается? Да, давай, если никто не хочет больше ответить, я попробую ответить на этот вопрос. Вот, Машуала, хочешь науки, я тебя приветствую. Машуала. Хочешь ответить ему или? Да, я бы хотел... Да, Макс, чтобы вот отделил, как бы сказать, я бы не согласился с тем, что Невзоров, допустим, это рупор Кремля, и он делает вот с этими. Карамурза, не знаю, Яшин, некая Юлия Навальная. С этим я согласен. Я про вот именно касаемо Невзорова, я бы тут чуть-чуть не согласен. Можно эту тему глубже копнуть? Если... вот эти люди, вот хорошие русские, скажем так, короче, это нельзя говорить, что они работают на Кремль. Они конкурируют с Кремлем за власть в России. То есть это разные вещи. Подожди, они работают на Кремль. Вот взять примерно вот эти все ребята, которые сейчас хорошие русские, они раньше сидели где? На Эхо Москвы. А Эхо Москвы финансировалось Газпром Медиа. Это все ребята на зарплате Кремля сидят. Это агенты Кремля. Ну, это спорное мнение. Вообще, ты считаешь, что в этой среде вообще нету конкуренции, и они друг с другом не за власть как бы не грызутся? Нет никаких башен Кремля, нет никаких там этих кланов. Это одна система, она просто работает на разные социальные группы. Они примерно в России, власть знает, что есть разные социальные группы, там, коммунистического направления, либерального, там, демократического, какого-нибудь там, монархического. И на каждую социальную группу у них есть свои манипуляторы. А все работают они на власть, просто окучивают разные социальные группы. Это все агенты Кремля. И вы сами это все подтверждаете. Но почему-то СБУ во время войны это не знает, да? Тем более, я говорю, что вот сейчас взять этих ФСБшников, СБУшников, они заканчивали одни училища, одну академию заканчивали. Они все прекрасно знают. Вот это такая, что это одно целое. Макс, а как насчет выражения «не пойман, не вор»? То есть что СБУ должно сделать там Ходорковскому? Если тебе противоречит, тебе уже сколько времени вы рассказываете, что хорошие русские, что они там на Кремль работают, там, и никто не понимает. А теперь вы уже что, защищать их будете теперь, да? Мы тут никого не защищаем. Ты вообще только со мной говоришь, и я тут как бы спрашиваю, задаю вопросы людям. Я тоже считаю, что там много агентуры, но люди видят, короче, что Россия разваливается, что это может закончиться, поэтому могут простые люди понимают это, да, как работает. А как, я говорю, СБУ, это целая система украинская, это государство. Там нет умных людей, это, говорю, во время войны. Информационная составляющая, это даже важнее, чем Ну, нет у них времени на Ходорковского, на это. Поле боя, да? Это влияние на умных людей. Они почему-то приглашают не Павлова, да? А приглашают туда Невзорова, Ходорковского, Курочкина. Это они там не вылазят, все эти карпузы. Они не вылазят с украинских каналов. 3 года уже. Макс, можно спросить? Макс, можно спросить? Вот у тебя очень логичный вопрос возник. И также у меня возникает логичный вопрос
Есть некий, вы, наверное, о нем знаете. Соответственно, почему их не продвигают? Вот, допустим, тот же Запад, тоже вот это представители украинской власти, вот почему им не делают эту рекламу, их не продвигают в медиа и так далее, и так далее. Вот как вы считаете? РДК. С темы как бы сейчас уже резко перескочил. Давай сначала ту как бы прокачаем тему. Ничего особо прокачивать. Вот я не думаю, Просто что... более логично. Просто, Макс, я почему сказал, более логично было бы подумать об этом, потому что эти люди, как они себя позиционируют именно за демократию, именно за Россию, за свободную как бы развитие и так далее, и так далее. То есть Западу плевать было на бы это актуально на самом деле. рекламировать. Говорю, по факту плевать Западу на все это. Плевать там на Невзорова, Курочкина, вот это не плевать им. А на РДК плевать. Как? Мы зашли в тупик, значит, в этом вопросе. То есть СБУ, мне кажется, просто нету ресурсов, чтобы еще какими-то... Они полной этой клинче с этим, с гебней и делают свои операции. У них просто нет времени, я думаю, на каких-то ходорковских, там, подозревать кого-то и что-то. Нет, во время войны идет война. Страшная война. Якобы за независимость, быть или не быть. И просто, вот представьте себе, идет Вторая мировая война, да? Хотя я тоже считаю, что это постанова была. Ну, и, примерно, Советский Союз, и час выделяется на радио, там, Союз Инфо, или как там называлось, Геббельсу. И Геббельс на всю Россию, там, СССР, там, свои рассказывает сказки. А Молотов Германия рассказывает. Да? Ну, так мы можем представить? Нет. А сейчас спокойно это... Нет, Геббельс, перешедший на сторону Советского Союза, рассказывает. Ну, как бы перешедший. Это не совсем верная аналогия. И Вторая мировая война, это была далеко не постанова в любом случае. Столько людей погибло. Сейчас гибнут люди. Да, я смотрю как утилизацию, что просто взяли, разделили один народ на две части, и стравили их, просто они гасят друг друга, и все. Вот тебе теория сокращения населения. Да ну, стравили народ. Кто стравил? Да? Русские великодержавный империализм. Хотят собрать снова империю. Все. Начали там, ну, решили начать с Украины. Потому что население квалифицированное, и кадры, промышленность мощная. То есть с Украины... Сейчас Украина играет им на руку. В поддавки, какие-то кровавые поддавки идут. И поддавки. Это не война, непонятно что. Какие поддавки? Украина полностью почти уничтожила все запасы вот этого советского оружия. То есть Северная Корея помогает России. Это бросьте, короче. Россия очень сильно, Путин очень сильно просчитался с этой войной. Он просто таки не знает, что делать. Он завяз по полные уши. Так, мы отвлекаемся от заговоров, короче. Вот оказывается, украинская война – это тоже заговор, Вторая мировая война – тоже заговор. Кстати, Макс, ты веришь, что американцы высаживались на Луну или тоже заговор? Тоже мне интересный вопрос. Вот нет, вот сейчас, вот смотри, как получается. Смотри, ну послушай. Вот американцы прилетели на Луну, да? Вот как они взлетали? Был космодром, ракета, там в 5 этажей, взлет, 3 части отлетает, там голова туда летит, потом она садится туда на Луну, хорошо, они там полазили, посмотрели. А как они обратно улетали с Луны? Тоже построили быстро как космодром, да, там топливо, как они улетели? Объясняю, да, объясняю. Но это вообще-то довольно детская задача. Дело в том, что Луна в 6 раз меньше Земли. Следовательно, тебе нужно 6 раз меньше энергии, чтобы покинуть ее поверхность. То есть, если тебе на Земле, чтобы
не знаю, 1 тонну забросить на низкую орбиту, нужно, например, не знаю, 100 тонн топлива, то есть 1 к 100, вот это ratio, то на Луне тебе это ratio 1 к 6, например. Я просто говорю, навскидку говорю. То есть ты можешь тогда вот быстренько космодром построим и улетим. Дай закончить, я тебе все это разжую. Подожди, дай закончить. Так вот, если ты хочешь обратно с Луны прилететь, то ты что делаешь? Так, ты думаешь, так, 100 тонн, чтобы 1 тонну ну, скажем, на высокую орбиту сделаем так. Или на лунную орбиту, чтобы закинуть 1 тонну, мне нужно 100 тонн топлива. Ну, и ракета там еще. И ты думаешь, так, я тогда закину, у меня ракета будет 600 тонн, и она 6 тонн закинет на Луну, а там 1 к 6 же, не 1 к 100, как на Земле, вот эта скорость космическая первая или вторая космическая, то тогда я 6 тонн туда закину, там уже 5 тонн это будет топливо, а 1 тонну я верну оттуда. Вот примерно, что касается космодрома, объясняю. Ну дай закончить. Что у тебя за привычка перебивать лекцию техническую? То есть оттуда, когда ты ракета не нужен космодром, чтобы разгоняться. Космодром ракете нужен, чтобы она вот это все огромное, вот эта штука, чтобы там внизу был большой овраг, чтобы это пламя все уходило. Но это именно потому, что у тебя ratio 1 к 100. То есть тебе нужна чудовищная энергия. А на Луне, где нету воздуха, то есть не будет ударной волны вообще, то есть я могу там, не знаю, в 10 метрах от этой ракеты стоять, и мне нифига ничего не будет, потому что нету воздуха, нету медиума, чтобы передать эту энергию взрыва вот этого топлива, чтобы мне что-то было. А на Земле в 10 метрах я 100% сгорю, короче, пульверизируюсь в ничто от такой ракеты Сатурн, скажем так. То есть там проблема вообще вот с этими. Она когда приземлилась, там у нее была такая типа площадки с ножками штука была, и уже оставляя вот эту штуку, она служила как неким стартовым столом. Вот эти ее ножки, с него взлетела вверх, тот на орбите их ждал вот этот Базз Олдрин, 3-й член экипажа, он на Луну не садился, они стыканулись с модулем и на остатках топлива рванули обратно к Земле. Все там технически. Должны поверить, да? Ну, верить ты можешь не верить, но технически описывается это так. А верить, не верить, это уже индивидуально от человека зависит. Но проблем с космодромом у них не было. Теперь перешли на самую популярную теорию заговора. Ну да, я сначала тоже даже просто поверить в допустил, это что гораздо проще, чем поверить в некий вертикальный взлет Иисуса или взлет Мухаммада на Аль-Бураке на 7-е небо, я бы сказал. Мне проще поверить вот в то, что ты сказал сейчас. Вот эта теория заговора, кстати, да, о Ниле Армстронге, о Гагарине. Я сначала тоже просто допускал, что это может быть так, но потом я посмотрел, как это разоблачают, все по полочкам расставляют. И все, у меня вопросы отпали к этому, и я уже отмел в сторону эти теории Валерий, заговора. вот еще одну теорию, может, вы обсуждали ее или нет, я не знаю. Есть такая теория, одна из теорий заговора, это типа рулят миром экономические корпорации. Вот как вы на это смотрите? Ну, в Тоже одной задал вопрос, интерпретации кому это ФРС даже не теория принадлежит? Все заговора, это молчат. правда. По одному. Чего непонятно было, все вместе тогда говорят. Я говорю, ну, с одной точки зрения это по факту так и есть. Ну, смотря какой смысл этому придавать. Ну. Здесь много про лобби этого. Дьявол кроется в деталях, да. Дьявол Что ты кроется в понимаешь под деталях, да? корпорациями? Да. Джин кроется в деталях. Что ты понимаешь? Кстати, там Тесла, Джин, вроде бы как это не дьявол, это вообще отдельная раса существ.
Так-то. Ну, они в туалетах живут, если не ошибаюсь. Да. С правой ноги нужно заходить. Ну, если с правой ноги зайдешь, джинну это как-то, не знаю, воздействует на него. И не стыдно же в это 21 веке верить людям. Это правша, короче, оставлю я его. Тесла. А есть такая теория, что якобы вот со временем вот это все национальные образования, скажем так, да, некие национальные государства, они прекратят свое существование, потому что будет некая мультикультура, и как бы все будут примерно одинаковые. Она и так, в принципе, и процесс идет. Но в ближайшем будущем говорят, что вот типа вот к этому все идет. Не будет смысла иметь какое-то отдельное государство. Нашу культуру, скажем так, как бы это выразиться, высекает, если так можно придумать, медиаинформация, что мы поглощаем. Если все население Земли через вот эту глобализацию, интернет будет, тем более сейчас переводом проблем не будет, то есть будет происходить автоматический перевод любого фильма, любой информации, то мы, естественно, информационно глобализируемся. И медийно на нас будет действовать вот это. Создаст там какой-то человек, какое-то произведение, фильм какой-то, и он автоматически все его смотрят, и он воздействие на них какое-то сделает. То есть поменяет им эту, не знаю, какие-то взгляды или чего-то. То есть много лет вот таких вещей, вот такой среды, в конце концов, такого среднестатистического вот такого потребителя с такими-то взглядами сделает. То есть это неизбежно. Мы же все продукт пропаганды, в том числе и я. Единственное, нужно это осознавать и анализировать себя все время. Но мы все продукт пропаганды. Если пропаганда для всех одинаковая, то, конечно, вот такая стандартизация мышления неизбежна. Угу. Да. А с другой стороны, Тесла. Говорю почему. Потому что вот, допустим, фармацевтика, да, это огромный бизнес, огромная империя, скажем так, да, огромные интересы. И во всех странах она имеет. То же самое оружейная промышленность, корпорации, которые производят оружие и так далее. Ну, также я разговаривал с одним из вот участников чата, он сказал, что мир переходит давно на солнечную энергию, и как бы мир старается отойти, цивилизованный мир, уточню, он пытается отойти от нефти и больше к солнечной энергии или к альтернативным источникам энергии. То есть это тоже не дает своего рода вот делает дестабилизацию в мире для того, чтобы как можно медленнее этот процесс происходил. Не знаю, я не могу это комментировать, но то, что мы переходим к альтернативным источникам, ну, мы очень сильно переходим из-за того, что солнечная энергия сейчас очень дешевая. То есть она уже и угольные, и по дешевизне бьет их хвост, и она еще и дешеветь будет. То есть с развитием вот этой аккумуляторов, то есть вот эти большие парки аккумуляторов будут с батареей там стоять, и они накапливают эту энергию, то проблема вот этого, когда солнца нету, не знаю, когда ветер не дует, вот она тоже будет решена. То есть, по-моему, это неизбежно, что большинство стран перейдет полностью на солнечную энергию. Это, кстати, уже есть страны, где-то в Латинской Америке, по-моему, есть страна, которая полностью на альтернативных этих источниках. То есть солнце, гидроэлектростанции и панели солнечные. То есть полностью 100% на этом. Не, Тесла там, в принципе, солнечная энергия, она, в принципе, да, дешевая, потому что она над нашей головой висит, да, в принципе. Но сами носители этой солнечной энергии или, скажем, проводники этой энергии, они дорогие до сих пор. У меня человек, когда мы здесь строим дом,
И в основном сейчас крыши делают из солнечного. То есть делается крыша, а на крыше делаются солнечные вот такие батареи, скажем, да, которые днем принимают эту энергию и сохраняют в себе. Вот сама установка вот таких солнечных, так называемых батарей, дорогое удовольствие до сих пор. Знаешь, почему оно дорогое? Это специально делается. То есть за ватт вот энергии, если ты посмотришь, там ну, очень низкая цена. То есть если ты хочешь не знаю, электростанцию солнечную поставить, то для тебя одна цена. А если ты хочешь на крышу батареи, то вообще, вот, например, у меня пример есть знакомого в Австрии, вот ближе к Швейцарии, он там живет, и он сам сделал себе вот этот панели, купил, сам, поскольку он там электрик, сам поставил себе в подвале эти аккумуляторы, литий, железофосфатные, короче, все подсоединил, инверторы, все у него нормально, короче, подсоединил, и не может это все дело эксплуатировать. Ему не дают разрешения. Вот. Да, Кстати, да, там я... есть нюансы. Типа вам будут платить, если вы будете разгружать общую линию. Там Но самый главный нюанс, я тебя перебью, извиняюсь, то, что государство монополирует, взяла монополию вот ту энергию, которую дает нам Солнце. То есть за этой батареей человек должен, как за электричество, которое мы сейчас получаем, да, платим в месяц какие-то суммы. Вот этот человек, который получает вот эту солнечную энергию, он должен платить деньги себе. Если Вот намеренно парадокс. Ну, она не Прикиньте? видит, понимаешь, что из возьми там в Израиле, там, или в вот этих странах, там все на этих солнечных, и там полный зеленый свет, ставь батареи, что хочешь. Короче. Но они не платят за нее в месяц определенной суммы? Или платят? Вообще не платят. Они делают себе батареи, там, и каждый еще в Калифорнии, там тоже ставишь батареи, заряжаешь свой электромобиль, круглый год, короче, у тебя есть электричество, вообще эти счета не приходят, наоборот, ты даже можешь в сеть обратно, короче, шпайзен делать, и ты получать деньги. Но в Европе, в некоторых странах, вот у вас, видимо, тоже очень строго с этим, и куча бюрократического. Вот этому человеку, про который я говорю, ему за инспекцию с него требует 20 тысяч евро. То есть, чтобы 20 тысяч евро, чтобы пришел человек и разрешил ему включить эту установку. Да. Это ну, сейчас коммунисты, леваки. идет все сейчас. Цена, вот когда впервые придумали вот эту солнечную батарею, ватт солнечной батареи, то есть стоил $400. То есть людям их вообще не продавали, их использовали для спутников, за атмосферу, вот эти спутники используют, все. Потому что они слишком дорогие для обычных людей. $400 ватт. То есть панель, которая 50 ватт вырабатывает, сами можете умножить, короче, и получить цену, то есть сумасшедшую, несколько тысяч долларов. И теперь эта цена вот этих, за эти 70-х годов до нашего времени, если ты посмотришь график, эта цена упала с 400, потом 200 стало долларов за ватт, потом уже там и $4 за ватт, а сейчас там какие-то центы за ватт. То есть ты можешь, если ты солнечную электростанцию собираешь и покупаешь большой количество, где-то установить, то у тебя там за ватт там какие-то центы, по-моему. То есть там и это еще не конец, там еще он может еще дешевле стать. То есть мы еще самых дешевых батарей мы еще и пока не достигли этого. И угольные станции, там газовые, там вот двухконтурные, это все осталось уже, солнечные батареи, их полностью уже, энергия солнечной батареи дешевле, во много раз дешевле, чем любая газовая электростанция или что-то. Но сохранились газовые электростанции, есть, короче, люди, которые на них работают, есть правительство, плюс к тому же газовая электростанция предсказуема, то есть там турбину заключил, и это, а вдруг там солнце не будет светить, то есть тебе нужны парки вот этих аккумуляторов дешевых. Они уже все есть, там Китай их штампует в ужасном количестве. То есть мы вполне можем перейти, но там бюрократия и государственный план вмешиваются. Монополия денег. Да, это не... власть. Не то чтобы монополия, да, ну в общем-то, государство заботится об вот этих самых
государственных монополиях, которые не хотят, чтобы они разорились. Деньги. Все на этом зарабатывают, не хотят отказываться от этого дохода. То есть у вас там ветер дует же все время, да? Ты можешь ветряк поставить. Да. Они стоят везде. Там можно купить, не знаю, дом какой-то загородный, поставить там на пару киловатт ветряк и в подвале батареи, опять же, эти железофосфатные. Можно поставить, опять же, ты, как ты сказал, ты как бы встречаешься с этой бюрократией, которая должна тебе это разрешить, которая будет тебе говорить, такой высоты нельзя. То есть опять ты попадаешь в такой нельзя. Вот такие противоречия. Поэтому не ставят с этим. А какой ресурс у этих батарей? Там многие тысячи циклов могут эти. Тем более циклы зависят от того, как быстро ты заряжаешь. Если, например, ты с большим током, там, если у тебя электромобили, которых ты хочешь зарядить за полчаса, то, естественно, такие батареи выдержат, к примеру, 1000 циклов, потом их емкость упадет, скажем, до 90%. А если ты их заряжаешь в таком щадящем режиме, например, от 10% или от 20% до 80% и небольшим током, что ты вполне себе понятно, если у тебя там ветряк или вот эти солнечные панели, то они могут десятки тысяч циклов. То есть ты умрешь, прежде чем эти батареи выработают свой ресурс, гарантированно. Понял. Так, я думаю, слишком длинная, чтобы у нас получилась передача. И ветряки, которые здесь крутятся, они не всегда крутятся, они определенную киловатт энергию берут и останавливаются. То есть это не такой беспрерывный процесс, что они всегда вот крутятся. У них проблема лишнюю энергию сбросить, короче. Да. Особенно в Голландии это, вот вообще исторически вот этой Голландии, эти Нидерландах вообще страшное количество вот этих ветряков, короче. По-моему, на этих ветряках они построили свою цивилизацию, короче. На мельницах сначала, на насосах ветряных, а потом и на этих. Потом еще берут энергию с этого, с прилива океана. Прилив-отлив, когда происходит, из этого тоже есть энергия. Получается. Да, есть. И такая приливная во Франции есть знаменитая, уже 100 лет, по-моему, работает. Еще, кстати, Тесла. Приливная. Вот я читал в новостях, прикинь, что в дубайском шоколаде пресловутом верблюжьи отходы, короче, есть. Ну, нашли, короче, это. Все по Ты думаешь, это заговор? Ты думаешь, это заговор? Это к теории заговора. Это христианский навет на арабов. Ну, просто я думаю, что, короче, Дубай решил сговориться. Короче, чтобы фисташковый крем это все не тратить, решил верблюжий навоз в шоколадом залить, короче, и это продавать, чтобы на этом деньги зарабатывать. Это можно назвать тогда верблюжье масонский заговор. Или верблюжье... Я все же посунь, почему? Хорошо, верблюжье суно-масонский заговор. Тоже звучит неплохо. Так, давайте тогда закончим нашу сегодняшнюю передачу. По-моему, слишком длинный речь. Люди не любят смотреть слишком длинные эфиры. Так, всем спасибо. Многие, правда, не высказались. Я хотел побольше теорий заговора, особенно необычные какие-то теории заговора услышать, но пока никто. Тесла самый необычный не озвучили. Это религия, самый большой заговор. У нас по этой специализированный канал есть. Там этим занимается. Ну просто про такие узкие теории заговора можно. А можно вот секунду? Вот секунду, дайте, пожалуйста. Вот это американские деньги, доллары, да, там кто там, Ротшильды, и там сколько там, 2 семьи, по-моему, участвовало изначально.
в производстве этих денег. Вот это тоже говорят, типа, это две семьи, они тоже имеют весь этот мир, они решают, кому жить, кому умереть. Это Это да, это из серии жидомасонского заговора, да. По-моему, это его как бы часть. Две семьи, а 12 банков – это ФРС, Федеральная резервная система США. В 1913 году этот печатный станок принадлежит вот 12 там, лицам. И эти люди, да, вот эти национальные структуры, доллары печатают в неограниченном количестве и всему миру дают их под проценты. Да нет, в смысле, доллар держится на авторитете США. То есть, он не из воздуха берется, Не, из я не облигаций. спрашиваю, на чем держится доллар. Я не спрашиваю, на чем он держится. Я говорю о том, что есть одна из теорий также Не-не-не, заговора, это не Макс, теория, это что факт. именно вот эти люди решают. Это Макс, это Макс. Если где-то можно с таким-то способом как бы бабла намылить, то, естественно, кто-то будет это делать. И ФРС это не исключение. Это нельзя это как бы подавать как-то утрированно. Это не заговор, а ну, это то, что, ну, скажем так, из серии обычных заговоров, что мы говорили. Ну, самое необычное, можно было бы поговорить про подземных людей. Подземные люди? Это шахтер? Да, есть. Нет, есть теория заговора, что существуют подземные люди, и вот они живут в подземных городах. Даже есть свидетельства. Вот сейчас. Их там называли Аджуды, Маджуды или там Гоги, Магоги, скорее всего, в этой версии. А может, это были какие-то, не знаю, Гог и Магог. Гог и Магог. А вот это Да, из серии рептилоиды тоже же есть такая тема. Из серии рептилоидов, вот. А теорию плоской Земли обсуждали уже, да? Нет, не добрались мы. Мы до Луны только добрались, только вернулись. Теория не подлежит подтверждению. Вот, например, Тесла. Кто-то утверждает, что Земля плоская. А что ты ему скажешь как факт, доказательство? Но я не смогу ничего ему доказать, если очевидные вещи, если он же может там камеру, например, в Америке какую-то веб-камеру увидеть, что там день. Вавилонское братство – это тайная организация, созданная рептилоидами или одной из их рас с целью централизовать их власть на Земле. Такое название она имеет якобы потому, что возникла еще во времена Древнего Востока. Организация якобы управляла миром на протяжении всей истории человечества, включая в себя всех влиятельных людей – политиков, монархов, бизнесменов, журналистов. Отличительными чертами их и связанными с ними политиков якобы является отсутствие моральных норм. Ну, пророк Мухаммед был из Вавилонского братства. Макс, это ты писал? Признавайся. Я такую ересь не пишу. Это специально отыкается на такую хрень. Вот это не теория заговора, а факт. Как так получается? Вот есть такой банк в Швейцарии, частный банк расчетов, находится он в Базеле. Ему подчиняются все ЦБ мир. Можете проверить. Его так и называют Центробанк центральных банков. А нам сейчас говорят про эти независимые страны, которые там конкурируют между собой. А в чем подчинение проявляется? Наверное, молятся. Ну так Кто он платит, тот и заказывает музыку. Слышали такую старую пословицу? Кто платит, тот заказывает музыку. Ну вот и подчинение. Проще про рептилоидов поговорить, а когда факт называешь, сразу какую-то фигню начинают молоть.
Tesla, Нет. سؤال лучше بيوز دقل марш ойл. Вот есть. Да, давай. Богу визу. Марикин. Так, я вырубаю тогда. Переходим на тот канал. Всем спасибо. Марш ойл. Оставайтесь. Всем спасибо, все свободны, Мария. Да. Моба после этих КГБ, Борис, с курсантом КГБ покинуть или что-то там такое. Агентом КГБ покинуть. И балерун сбежал, бросил балерину. Так, давайте, марш ойл, оставайтесь свободными.